Первый в Ингушетии народный поэт, член Союза писателей СССР, председатель Союза писателей ЧССР, кавалер ордена «Знак почета» Джамалдин Хамурзаевич Индиев. Один из талантливейших поэтов, которого еще при жизни признали классиком ингушской литературы. Стихи поэта знают и любят, а его творчество пользуется широкой популярностью не только в республике, но и далеко за ее пределами. Писать небольшие лирические стихотворения он начал еще со школьной скамьи. Первый самостоятельный сборник поэта вышел в 1941 году. В творчестве Индиева мы наблюдаем не только любовную лирику, но и поэзию о скорби, о бедствиях, о дружбе и верности. Его стихи переводились на русский, украинский, грузинский, польский, казахский, кабардинский и многие другие языки. Джамалдин Хамурзаевич главным своим предназначением считал вести свой народ к свету, к знаниям, к добру. Это и есть то, что привлекает к этой личности. Ученица 8 класса Назрановского лицея Алина Мургустова часто посещает школьную библиотеку. Здесь девочка находит не только книги классиков русской и зарубежной литературы, но и произведения ингушских писателей и поэтов. Алине в особенности близка поэзия Хаджибекара Муталиева и Джамалдина Индиева. Говоря о стихотворениях Джамалдина Хамурзаевича, девочку привлекает не только сам стиль писателя, красота его слова и лирические мотивы, но и глубокий смысл. Мне нравится поэзия Джамалдина тем, что она написана простым языком, то, что она таким понятна любому человеку. Но в ней очень глубокий смысл, который нужно вдуматься и понять. Его стихи пропитаны всегда патриотизмом, любовью к родине, добротой, искренностью. Помнишь ли ты впервые, когда ты прочитала его стихотворение, какие ощущения у тебя были и о чем было стихотворение? Стихотворение было про школу, про детей, которые идут в школу, про то, что все готовятся к ней, то, что это радостное событие. И было все понятно, очень простым языком, красивый слог. Спасибо матери моей за ясные глаза, за то, что вижу ширь полей и горы эти и леса, за то, что вдаль могу глядеть и видеть солнце над собой, за то, что жить могу и петь, как птица ранней весной. Спасибо матери моей за сердце, что вместило мир, за то, что до скончания дней не буду нищ душой и сир, за то, что я любил людей, даря им сердце теплоту, и как зарю весны своей воспел я мира красоту. Всю жизнь трудился я и жил по чистой совести своей, как солнце родину любил, в дни радости и в дни скорбей. Спасибо матери моей. Это стихотворение, оно посвящено самому дорогому человеку в жизни каждого человека. Оно пронизано добротой. И так красиво, как Индиев Джамалдин, мне кажется, никто не смог бы так написать таким красивым слогом, простым, понятным для каждого. В 1925 году Джамалдин Индиев окончил сельскую школу. После учился в подготовительной группе индустриального политехникума Владикавказа, где получил диплом тепломеханика. В том же году он начал работать литературным сотрудником газеты «Путь Ленина» и переводчиком в чечено-ингушском издательстве. С 1934 по 1937 годы Джамалдин Хамурзаевич учился на заочном отделении Литературного института имени Горького. С 1938 по 1944 год он был руководителем правления Союза советских писателей Чечено-Ингушской ССР. В депортации в Казахстане поэт зарабатывал на жизнь на незначительных хозяйственных должностях. После возвращения на родину он прошел двухгодичные курсы при Союзе писателей СССР в Москве. Устроился редактором грузинской студии телевидения. Помогал поэту и начинающим писателям, будучи литературным консультантом Союза писателей Чечено-Ингушской ССР. Джамалдин Хамурзаевич является автором более 20 поэтических сборников на ингушском и русском языках. В 2012 году в сельском поселении Орджоникидзевское была установлена мемориальная доска Джамалдина Индиева. 15 декабря 2006 года имя поэта присвоено Республиканской национальной библиотеке. К столетию со дня его рождения Федеральное агентство связи приняло решение выпустить специальную почтовую марку. В том же году был открыт бюст поэту в селении Дачное пригородного района. При жизни Джамалдин Хамурзаевич принял активное участие в литературной жизни республики и страны. Писал, переводил и издавал стихи. В 1979 году, на 63-м году жизни, Джамалдина Индиева не стало.